Akşam serfiniz hayırlı olsun. Bugün Kırım işgalinin 776. kunu. Son hadise vakalarının zaman takımı tanış ete. Meclisinin faaliyetini toxtatmaq böyle kararını Kırım'nın Rusiya Memuriyetinin prokuroru Natalya Poklonskaya kabul etti. Bunu tasdiqlagan Vesixana advokat Cemil Temishev o'zining Facebook sayfasında yerleştirdi. Vesixaga ko'ra ish Kırım Cumhuriyetining yuqori mahkamasining bakılmasına kadar Kırım Tatar Xalqının Milli Meclisinin işi toxtatıla ve meclis ekstremistik teşkilat olarak tanıla. Принятое решение о приостановлении деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, оно является совершенно никчемным. Но понятно, что силой карательных органов оккупационной власти России, которая оккупировала Крым, оно будет выполняться. У меня нет сегодня никаких сомнений в том, что это решение Поклонской принято по указке Кремля. А это свидетельствует о том, что президент России, страны оккупанта, и дальше продолжает эскалацию конфронтации со всем цивилизованным миром. Господин Путин как бы дает всему международному сообществу еще один такой циничный ответ на те призывы, которые в последнее время были в отношении России, в адрес России. Я имею в виду, прежде всего, заседание Совета Безопасности ООН от 18 марта 2016 года, буквально несколько недель назад. И там выступал Мустафа Джемилев, и все выступавшие члены Совета обращались к России с призывом не препятствовать деятельности Меджлиса. 22 марта в Женеве на Совете ООН по правам человека было мое выступление как представителя украинской делегации, как председателя Меджлиса крымско-татарского народа. 41 участник этого заседания, те, которые выступили, 41 выступление представителей разных стран, и они там тоже обращались к России с тем, чтобы были обеспечены условия для деятельности представительного органа коренного народа Крыма. Путин на все эти призывы, а в том числе также на резолюцию Европарламента от 4 февраля, подавляющим большинством депутатов Европарламента было принято заявление в защиту крымско-татарского народа, в защиту Меджлиса крымско-татарского народа. В этом заявлении говорится о том, что крымские татары – коренной народ Крыма, и, соответственно, никто не вправе препятствовать его функционированию им избираемых традиционных институтов, то, что соответствует Декларации ООН по правам человека. Разумеется, излишне говорить о том, что принятое решение противоречит, собственно, законодательству России. Я не хотел бы особо углубляться в эту тему, поскольку Россия страна-оккупант, и было бы как-то не совсем нормальным анализировать ее действия на территории, оккупированной территории, с точки зрения, насколько Россия соблюдает свои законы. Но госпожа Поклонская, видимо, настолько уверена в силе тех своих хозяев, которые ей дали такое указание, что она абсолютно своим решением переступила и закон России о борьбе с экстремизмом. Я предвижу одно, что будут дальнейшие санкции, и мы призываем президента Украины немедленно потребовать заседания Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, обратиться в Европарламент, Совет Европы с предложением провести срочные консультации по упреждению прямой угрозы, которая нависла над всем крымско-татарским народом.
Кырым татар мejlisi işgal etilgen territoriyalar boyunca çalışacak vice-премьернин işbirlik etmege ret etdi. Народный фронт депутаты Георгий Лагвинский bu vazifeni Kırım'nın tamır kalkının anlaşmaga unuttu. Nevin Порошенко blokının fraksiyası parlament binasında prezidentinin iştiragı ile toplaşıv geçirdi. Yuriy Lutsenko yol başçılığında olgan fraksiyada yana hakimiyette ato ve işgalci territoriyalar boyunca vice-премьер olabile. Bu namzetke Владимир Кистион belgelene bile. На сегодняшний день Меджлис крымско-татарского народа не видел ни программу, ни задачи, которые должен делать этот кандидат. Потому что вице-премьер, он несет ответственность за 200-тысячный народ, который сегодня лишен возможности государственной защиты, защищает себя сам под страхом 14 лет лишения свободы. И говорит о том, что он украинский народ, о том, что Крым это Украина. И вместе с этим, с Меджлисом, как органом самоопределения коренного народа Крыма, никто не собирался или не согласовывал до данного момента этого кандидата, и нам непонятно, какая у него будет программа. Будет он поддерживать блокаду, будет ли он торговать с Россией, или будет ограничивать. И мы так тоже не можем голосовать. И очень это странно, что те люди, а это опять же предложение блока Петра Порошенко, не нашли возможность согласовать такие необходимые обществу вещи. Поэтому... Кырым Камачевнын координаторы ve Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin vice-prezidenti Ленур Исламов emin. Ukrayna hakimiyetinde işgal etilgen territoriyalar boyunca mutlaka vice-premier vazifesi olmak gerek. İslamov'un fikrine göre vice-premier Genişçik'te bulunmak gerek. Nazirler kabinetinin çıkış sesiyanı Kırım ile Memuri sınırında geçirmege zarur. Петр Порошенко блокының фракциясы ve Народный фронт коалициясы Владимир Гройсманға назирлер кабинетінде елбашчылық etmege рұқсет берді. Бұны Юхара Шура рейсінің матбуат кетібі білдірді. Ләкин депутат Аркадий Карнацкий Петр Порошенко блокындан çıkması hakkında білдірді. Нәтижеде коалицияда 225 депутат қалды. Коалицияның тешкіл етілмесі үшін ise депутатларының sayısı 226'dan ibaret olmalı. Херсон vilayetinde Kırım'a yayınlanan telekulesini kuracaklar bu hakkında informasyon hafsızlık ve informasyon istilasının karşılığı mevzusuna bağışlanılgan tögerek masa devamında Kırım meseleleri boyunca informasyon siyasetinin nazir mesleğatçısı Emine Cipar bildirdi. Toplaşıv Херсон vilayetinin memuriyetinde geçti. Şu cümleden Genişçik rayonunda 150 metrli telekulesini kurmağa niyetleneler. Onun yardımı ile yarımadada Ukrayna telekanalları göstermeye başlayacak. Bundan da gayrı Çaplınka kasabasında 5 kilowatt kuvvetliginde mahsus donatma yerleştirilecek. Ініціатива приватної особи, яка готова швидко побудувати вежу у 150 метрів. І сьогодні ми чекаємо від Херсонської ОДА вже конкретної розмови з приводу земельної ділянки. Якась там сьогодні проводиться аудит, шукається земля, яка може бути виділена. Кілька радіочастот вони вже прораховані, кілька ще прораховуються. І як тільки ця координація по Чорноморському басейну 4 радіочастот відбудеться, буде оголошено конкурс. Putin kurtar ahyarının iş adamları Rusya prezidenti Vladimir Putin'ge video müracaat yolladılar. Ular şehirinin Rusya memuriyetinin gubernatörü Sergey Minyayla'ga şikayet eteler. Aytkanlarına göre gubernator için ahyarda küçük ve orta biznes muşkul vaziyette buluna. İş adamları Cuma günü Minyayla'ga karşı narazılık mitingini geçirecek olalar. Numayışga Rusya prezidenti Vladimir Putin'ni davet ettiler. Уважаемый президент, мы отчаявшиеся предприниматели. Наше правительство Севастополя ничего лучшего не придумало, как половину наших рабочих мест просто вычеркнуть. Без нас женили. Вот так это получается. Оставшиеся места они просто-напросто решили выставить на аукцион. Пожалуйста, помогите нам в наших вопросах. Не дайте нам с голоду умереть. Уважаемый Владимир Владимирович, я мать-одиночка. У меня забирают последнюю копейку. Это единственная моя надежда, моя работа, которую я очень люблю. И у меня ее пытаются отобрать всеми силами. Мы вас очень просим, защитите нас.
потому что нарушаются наши конституционные права, в частности, право на труд. После референдума у нас начались проблемы малого и среднего бизнеса в городе Севастополе. Уже 2 года нас трясут по-страшному, отнимают последние. Идем мы уже на последнее, как говорится, на митинг. Да, у нас настроение уже, ну как это вот? По крайней мере. Упадческое. Нет, не упадческое. Истерическое. Отнимают самое последнее. Это рабочие наши места. И мы уже вынуждены идти на митинг. 15 числа, 15 апреля мы объявляем митинг, протест нашему правительству города Севастополя. И вас приглашаем. Приезжайте. Поддержите. Как на каждом выступлении вы поддерживаете малый и средний бизнес. Вот мы вас просим поддержать малый и средний бизнес. Ахяр Кытайдан 120 миллиард инвестицияларны желт этмеге арз эте. Бақында Ахярдың Русия губернаторы Сергей Миняйло білдірді. Қытайлылар Санки Новый Крым компаниясына параларны бережек олалар. 6 күн евелсі параларының бірінші қысымы 10 000 рубле ресмелештірілді. Формаль тесісчілер Игорь Гончаренко ve Александр Галкин. Ахярдың иш адамлары бірлігінің бөлік yolbaşçısının білдіргеніне көре, шirketінің Янукович zamanlarında Ukrayna müdafasının naziri vazifesinde çalışan Pavel Lebedев ile alakası var. Да, действительно, 120 миллиардов. Об этом стало известно вчера. Судя по пресс-конференции, так и непонятно, кто даст деньги. Там мелькнули какие-то китайские инвесторы. Вот, но, в общем, для меня это напоминает какой-то фейк. Мне кажется, что это какой-то фейк. Ну, известно то, что компания зарегистрирована 6 дней назад. Вот, и учредители этой компании связаны с бывшим министром обороны Павлом Лебедевым. Вообще у нас в последнее время череда всяких странных событий происходит. Начиная с пресловутого выделения земли ночным волкам, вот, потом история с Херсонесом, всем известная, нашумевшая. Вот. Ну и вот последняя громкая история была с Ротенбергами, которые вроде бы как и не в курсе даже, что им собираются выделить землю в Байдарской долине. Вообще-то природным заказником. Кирич сәкинлері Ахяр yönelişte çalışkan treninin yol parasına şikayet edeler. Böylece kupede Ahmetjitke yetip barmak için 1315 rubleni can koyga kadar ise 1153 rubleni tölemege gerek olacak. İnsanların fikrince demir yol taşıyıcıları avtobuslar ile rakıplik etmeyi bileler. Ayrı şahıslar ise böyle tren ile kullanmağa hazırlar. Lakin o zaman trende onaytlı şarayetler teşkil edilmek gerek. Это в одну сторону, да, 1000? Да. Ну, я думаю, это, наверное, дороговато все-таки для людей. Тем более в Симферополь обычно ездят туда и обратно. Ну, то есть не на несколько дней. Там потратить 2600 просто на дорогу. Я думаю, это, наверное, все-таки завышенная немножко цена. Постель должна быть какой-то, может быть, перекус, там, ужин поздний, ранний завтрак, не знаю. Сложно сказать. Но мне кажется, цена, конечно, завышена, зная условия нашей железной дороги. Ну, немножко дороговато, конечно, но... Не знаю. Для сравнения, автобус около 300 рублей. То есть поезд... Дороговато, конечно. Наверное, нет. На автобусе, в общем-то, быстрее. Я считаю, можно доплатить, переплатить, потому что, допустим, на автобусе очень тяжело, жарко. Вот. Если условия хорошие, можно и переплатить, мне кажется. Да нет, мне кажется, много. Смысл автобусом и быстрее получится. Много, конечно. Дороговато. Какой должна быть цена? Ну, я думаю, рублей 500-600. Ну, может, чуть-чуть дороже, чем автобус люди бы ездили. А так практически в 2 раза дороже. Это, я считаю, нереальная цена. Ну, кому надо, те поедут. И найдут и деньги, все. Тем более ездит автобусом и ездит поездом. Есть разница, наверное, в комфорте и всем прочем, да. Это нормальная цена. Я думаю, что нет, дороговато будет. Ну, чтобы снизили, там рублей до 400. Ну, это ж много будет. Ближе к цене автобуса. Да. На автобусе реально будет и быстрее доехать, чем на поезде за такую цену. Считалось всегда, что железнодорожный транспорт самый дешевый. Ну, как бы вот такая практика, по крайней мере, раньше была. Поэтому это, конечно, ненормальная цена совершенно. Это даже для
для вагона СВ 700 рублей. Это я понимаю, что от Керчи до Симферополя это всю ночь ехать опять же. Ну да. Я не вижу в этом смысла. Кырымда такси айдавчысы санкциялар ve Кырымдаки яшайыш вазиеті ақында білдірді. Интернет ағыларда Кырым таксистейлі видео пейда алды. 4 даққалы роликті айдавчы Кырым ишғали ve насыл қайнағанны ақында білдірді. Yolcular Кырымлы таксисны айтқан лафларына тәжіпленділер. Санкции с Крыма никогда не снимут. Да, Крым как на Кубе, 50 лет санкций. Да, мы будем жить как что, куда мы дальше в России выехать не можем? Нет у нас, мы не существуем. Мертвые души, да? Да, просто 2 миллиона мертвых душ. Я был в этом Украине. На 100 гривен зашел в магазин, купил продукт, можно неделю бухать. Я серьезно говорю. Ну зайдите на эти 300 рублей, купи в магазине пожрать. Да вообще Отдадут Крым, обратно Украине. Куда они все денутся? А ты знаешь, как можно присягу давать другому государству, если ты уже дал присягу? Все, да. Это клятва, ты даешь клятву защищать государство. Это считай, что ты поменял мать. Киевнің Печерск махкемесі Сергей Аксеновны апыс етті. Печерск район махкемесі Қырымның Русия мемориет yolbaşçысы Сергей Аксеновны яқаламақ үшін рұқсет берді. Аксенов қанунсыз шекілді Қырым нәзірлер шурасыны тәшкіл етті ве Украинаның Қалқара бала Артек лагеріні Русия мүлкиетіне берді. Киевнің Абалонь район махкемесі есе Артек лагеріні мүлкіні апыс етті. Киевде истидатлы Кырым татар баллары için мектеп açmağa зарур. Меценат Кайрия фондының тәсісчісі Лилия Жебет Украин пайтақтының мэріні 9 ve 11 сынып талебелері için оқып yurtының құруculuğuna топрақ дамартасына айырмаға чағыра. Лилияның фікірінше біріншіден Кырым балалары тәсіл алуына қына наил олмалылар. Екіншіден есе оқып yurtu Украин миллеті için келечек зиялыларını шекелендірмек керек. Кримсько-татарські діти з Криму, вони повинні мати вибір. Вибір та можливість. Вибір, де навчатись. Можливість самореалізуватись. Тому школа для кримсько-татарських обдарованих дітей у місті Київ, вона повинна бути. І повинна будувати, вона повинна функціонувати. Тому я звертаюсь до пана мера міста Києва Віталію Володимировичу. Звертаюсь і прошу, щоб ви дуже уважно розглянули це питання. Це дуже важливо. Киевнің Днепровск район махкемесінде Василий Ганышның іші бойынша невбеттіке топлашып кечті. Оның девлет қайынлігінде қабатлайлар бұл сефер махкемеге жинайчылікте қабатланғанны яқалаған полиция хадимлері келді. Mahkeme salonuna Херсон vilayetining SBU ve sınır bekçilerinin vekilleri kiriyor. Aynı olar bir yıl evvelsi Василий Ганышны sınırdan geçkende yakaladılar. Під час перетнання адміністративної межі чи державного кордону всі особи реєструються в базі даних ГАРТ-1П. Це наша внутрішня база. Під час внесення в базу даних інспектора працювало доручення правоохорону за індексом R «Розшук». Шекленген сабық депутатына геже тоқтаттылар. Sonra ise Василий Ганышны Киевге машинамен yolladılar. Мені відомо жодних скарг на самопочуття, на дії органів досудового слідства, на дії оперативних підрозділів. В день, коли Ганыш Василь Васильович був доставлений до міста Києва, до прокуратури не було. Шекленген'in advokatı ise Ганыш Украинаға сады қалғанını избатламаға istey. Onun için video gösteriyor. Ганыша не сняли? Так, давайте еще раз переголосуем. Когда нам интересно, мы можем делать все, что угодно. Videodaki levhalarına Ганыш Украина taraftarı olğanını atlatmağa tırışa. Тобто цей ролик ще раз підтверджує, що в мене була чітко виражена проукраїнська позиція, яка була визначена на всіх моїх виступах, де би я не виступав. Можна це відео ідентифікувати, що події саме були 12 березня. Так? Ідея, як сказала сторона захисту, видно про українську позицію, це саме нашого підсудного Ганыша. Там взагалі сказали звільнено, тому це і мова, по суті, не ведеться.
Прокурор Сиатер телеканалы тарафындан 11 апрель 2014 сенесі чығарылған видеоны бақмаға теклиф еті. Анда Русияны ясасыны қабыл етілгені көстерілі. Салонда ганышты бар еді. Нефбетеке махкеме топлашывы майыз 12 күніне белгіленді. Обақыт Василий Ганышны соравдан кечірежеклер. Эльвина Сибулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Бұл нұқтада программаны екінлейміз, сізге қайырлы ақшамлар тілейміз. Сағылықнен қалыңыз.